Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Мы будем говорить о экономике, тем более в гостях у нас наш постоянный эксперт по экономике Ахра Арестава. Тем более повод есть, есть президентские поручения. В основном они как раз связаны с экономикой. Вообще, как ты смотришь на вот эти поручения? Там указаны сроки, там исполнения тех или иных задач, которые поставлены перед правительством. Вообще, я смотрел разные оценки, в основном комплементарные. А есть ли вот какие-то вот такие вещи, которые тебе не понравились? Я даже смотрел твой комментарий, вот короткий комментарий где-то на одном из медиа. Вообще твое отношение ко всему вот этому? Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Рад находиться в твоей компании. Это вот рад и так далее, это оставим, да, переходить к делу. Конечно, отношение у людей к поручениям главы государства положительное. Дело в том, что последние 5 лет мы как бы жили внешней повесткой, обсуждали там инвест-соглашения, апартаменты, все вопросы. И без внутренней повестки политической народы государства не могут развиваться, и этот вакуум Бадра Гумбаз заполнил. Поручения даны не только в области экономики, они даны практически во всех отраслях жизнедеятельности нашего государства, в образовании, в здравоохранении, в транспорте, во многих вопросах. И, конечно, это положительный факт, это отрицать невозможно. Сейчас отрицать невозможно, но мне так показалось, в общем-то, там есть вещи, которые у нас периодически повторяются. Поручения, которые давались там в предыдущих правительствах и так далее. И я то есть тут то же самое касается, допустим, кадастра, земельного кадастра, который у нас, вот эта нормативная база, которая никак не разработается, хотя вроде бы уже все готово, да, а возле ныне там сам комитет по кадастру, он был уже лет 7, как кажется, организован, но до сих пор, в общем-то, мы так и не перешли к этому. До сих пор наши земли, собственно говоря, каждая сессия парламента, она заканчивается выделением каких-то земель, передачей их там в какие-то долгосрочные аренды, с переносом их от сельскохозяйственной в некую туристическую форму и так далее. В общем, бардак как продолжался и продолжается. Насколько я вообще вот смотрю, хорошие поручения, там сроки указаны. Что будет дальше? Вот сейчас там некоторые сроки там наступают, кажется, там 1 ноября наступают, да, сроки исполнения. Что дальше? Глава государства, согласно конституционным своим полномочиям, дал поручение. Он определяет политику почти во всех отраслях жизнедеятельности нашего государства. Сейчас мяч, как говорится, на стороне правительства, на стороне кабинета министров. Я согласен с тобой, что в разные времена, при разных президентах все эти вопросы, и задания давались, и обсуждались. И сейчас все зависит от того, насколько активно, насколько смогут реализовать все эти поручения сами министры. Часть министров – это ребята молодые, мы в прошлый раз об этом говорили. Я единственное, что бы здесь отметил, дело в том, что глава государства, как ты правильно заметил, экономическому блоку вопросов уделил большое значение, так как все вопросы, связанные с здравоохранением, образованием, демографией, помощью детям, они будут зависеть от того,
успех решения этих вопросов, насколько смогут финансово обеспечить все эти поручения экономический блок правительства. То есть нужны значительные дополнительные ресурсы, как министры подойдут к этим вопросам, какие инструменты они будут реализовывать, а президент их не ограничил. Он им предоставил и налоговый, и таможенный, и тарифный, и административные. То есть он поручил, значит, дебюрократизировать и госаппарат. Но задачи он поставил конкретные. Речь идет об увеличении экспорта. То есть это наша больная тема в экономике. Дело в том, что мы вот в прошлом году, значит, импорт, то есть закупили за границей товаров почти на 40 миллиардов рублей, там 39 с чем-то миллиардов, а продали всего лишь там 7 с чем-то миллиардов. То есть это колоссальное отрицательное сальдо, которое не позволяет поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить существенный рост доходов. То есть вот туристы, мы это тоже обсуждали, они приезжают с деньгами, и, к сожалению, эти деньги вот, опять же уходят за границу. И рост производства, рост агропереработки, все эти вопросы очень важны для нашей страны. То есть сельхозпродукция, сельхозпереработка, экспорт, все необходимые поручения и полномочия правительству даны. А как они сработают, насколько амбициозны будут у них планы, посмотрим, это ноябрь покажет. Вот смотри, когда они бюджет представят, мы поймем. Но я вот как бы несколько раз перечитал вообще для себя вот этот список поручений. И большинство из них это вот как бы подготовить предложение. Подготовить предложение, такой свод благих пожеланий. Давайте сделаем хорошо. Если коротко. Да, давайте сделаем хорошо. Подготовить предложение по повышению эффективности использования государственной собственности. Как-то очень все размыто. То есть, я не знаю, но у нас комитет по приватизации, он уже существует, я не знаю, лет 25, если не больше. Но неужели у нас нет никаких каких-то ориентиров, чтобы хотя бы из каких-то программ, какого-то видения, чтобы, исходя из этого видения, уже формировать более четкие предложения. Вот как-то все, как будто бы мы только начинаем эту жизнь, и у нас вот только создали комитет по приватизации, куча государственной собственности и так далее. Вот сейчас буквально на прошлой неделе, суд идет, судебное заседание, и там идет по поводу картинной галереи, которую там бывший министр культуры взял, я как понял, втихаря отдал кому-то в аренду, и потом о том, что отдал в аренду, стало известно только после того, как сама картинная галерея сгорела, и вот это помещение уже стали новое ремонтировать, то есть то, которое было по улице Пушкина, то есть его ремонтировать, и сейчас его оспаривают некие арендодатели, которые считают, что государство должно им вернуть уже отремонтированный, собственно, объект. При этом, допустим, арендная плата, она не оплачивалась весь этот период. То есть у нас вот эта собственность, она как-то все размыто, то есть мы отдали черти знает куда, растаскали эту собственность, в том числе и землю. Никто про арендные платежи не спрашивает. Нет никаких параметров, как это все забрать, если человек нарушает арендные договоренности. То есть вот сейчас пойди, отбери у людей, которым выписали по 100 гектаров земли, и за то, что они не исполняют, в общем-то, те обязательства, которые они прописали в этом арендном соглашении, пойди забери землю.
То есть вот мне бы хотелось бы, наверное, чтобы я увидел, каким образом мы можем вернуть то, что не было, во-первых, с нарушением закона отдано, и вернуть то, которое неэффективно используется, да, вот все эти арендные соглашения. Каким образом сделать вот это все? Вот тут, наверное, ты занимался экономикой, там, работал в администрации президента, были, наверное, какие-то мысли. Что вот по этому поводу ты можешь сказать? Я вот, честно говоря, вот это очень такая расплывчатая формулировка: подготовить предложение по повышению эффективности использования государственной собственности. Ребята, у вас всю собственность уже разобрали, и остатки тоже уже как бы, они, может, не переписаны, но уже тоже где-то уже на них кто-то лапу наложил бы. Дело в том, что все вопросы, которые ты сейчас перечислил, они как раз таки связаны и с подводными камнями, и с тем, в каком состоянии находится наша страна и государство. Если опираться на то, что озвучивал Бадра Гумба в ходе предвыборной кампании, его ключевым лозунгом посередине была справедливость. Ориентиры он задавал достичь средней зарплаты по стране в 45 тысяч рублей. Эти цели, особенно все, что касается справедливости, достичь без соблюдения норм морально-нравственного кодекса абхазского народа Апсора невозможно. Справедливость сама заложена в традициях и культуре нашего народа. Если мы не вернемся к своим корням, это фундамент нашего государства, мораль, философия морали нашего народа, она тысячелетиями. Для других народов, я где-то уже это говорил в интервью, им писали такие, как Иммануил Кант, Фридрих Энгельс, Гегель и другие европейцам, а у нас оно есть. Если мы за основу возьмем наши морально-нравственные принципы, кодекс Апсора, кодекс — это значит свод законов и правил. Некоторые молодые люди не знают, но они думают, если ты, когда старший зашел, ты встал, сел, это есть Апсора. Это всего лишь крупица. А Апсора – это свод правил поведения в семье, поведения с соседями, поведения в общине, поведения в фамилии, поведения в районе, поведения в государстве. Все там есть. И основа этого – справедливость. Если мы вспомним, как вели себя наши предки, особенно богатые или влиятельные, или князья, они не выпячивали там свои богатства, или они не выпячивались, пользуясь титулами, у них особых привилегий не было, они не имели права перебивать крестьянина или не давать ему слова, то есть у них были в основном обязательства перед своим народом. То же самое было в советское время, да, у нас были состоятельные, даже богатые люди в советское время, но они тоже это все не выпячивали на показ. И мы должны вернуться к своей культуре и к своим традициям, взять его за основу. Мораль и нравственность уже, если опираться, политики будут опираться на мораль и нравственность, мы уже сможем и решать земельные вопросы в пользу всего общества. Если гражданин взял землю и его пытается нецелевым образом использовать или вообще не использует, он должен вернуть его государству. Это нормально. Или там он взял собственность народа, это собственность народа. Государственная собственность – это собственность народа. Если он его взял и подписал соглашение с уполномоченным органом государства, он должен его исполнять. Если он его не исполняет, он должен его вернуть. Поэтому, почему я вспомнил наше богатство, нашу философию нашего народа, это я говорю для наших молодых министров.
Дело в том, что наши молодые министры должны быть очень решительные. Мы много говорили о смене поколений в политике, и у народа есть ожидания, и народ ждет все-таки, что все эти накопившиеся проблемы начнут решаться, и земельные вопросы собственности, и вопросы справедливости, и справедливого распределения национальных богатств. Мы уже не находимся в категории там, нищей страны. Денежные обороты у нас в стране уже ушли за 200 миллиардов рублей. Есть подтверждение официальная Национального банка Республики Абхазия. У нас остались вопросы, связанные со справедливостью. И в этом плане, конечно, есть влиятельные люди, которые этому сопротивляются, есть влиятельные люди. Но общество, если и власть, и вообще общественно-политические деятели будут опираться на нашу нравственность, на это богатство нашего народа. Баграт Чингбажи не просто так сказал. Сила нашего народа в совести. Именно в совести. Поэтому народ поддержит. Народ всегда поддержит справедливое дело. Да, это тяжело, да, это сложно. Какой справедливый вариант развития ты видишь по использованию государственной собственности? Государственная собственность – это один из инструментов, который может использовать правительство. Есть вопросы земельные, есть вопросы собственности, есть вопросы финансовые. И везде надо наводить понятную для народа систему. Именно систему. Да, формулировки поручения главы государства, они носят, скажем так, осторожный характер. Но глава государства, нет, он на этом совещании сказал, что параметры оценки деятельности руководителей есть. И то есть мы будем давать оценку. Он не озвучил эти параметры, но то, что они есть, он им дал понять, что я так понимаю, что тот, кто не справился, будут приниматься соответствующие решения. Я же желаю нашим министрам решительности. Я желаю нашим министрам решительных, смелых, ответственных решений. И вопрос в том, что это, опять же, я говорю, для молодых министров. Это юбилейный год Владислава Григорьевича Ардзинба. Мы почему говорим и вспоминаем Владислава Григорьевича не только для того, чтобы проявить уважение к его памяти, а для того, чтобы брать с него пример. Если молодые министры посмотрят, какие решения принимались в 92-м, 93-м, 94-м году, когда шла война, решался вопрос о репатриации, решались вопросы открытия Академии наук, решались вопросы образования. То есть смелые решения под дулом танков и бомбами самолетов. Сегодня достаточно более благоприятные условия для руководителей кабинета министров для того, чтобы принимать эти решения. Нравственная сторона, понятно, вопроса. Какие, ты говоришь, смелые решения. Какие смелые решения, по-твоему, должны быть в этом вопросе, в вопросе собственности? Я не могу их разделять. Финансовые вопросы, собственности и земельные вопросы, они едины. Например, для этого есть мировая практика. В Соединенных Штатах, если вы взяли землю, даже вы ее купили, если вы ее используете нецелевым образом, налог на землю автоматически повышается в 5 раз. Вы можете взять сельхозугодие и играть на нем в гольф, но вы будете налогов платить в 5 раз больше. Если как только вы не заплатили налог, у вас земля изымается, даже несмотря на то, что она у вас в частность, через суд, естественно. Налоговая подает в суд, и у вас заберут. Вот и все. И поэтому практика же есть, если человек взял землю. Народу же должна быть общая польза от использования этой земли. Если пользы нет, есть налоговый орган, подает в суд.
все должно быть понятно и разумно. Все, что касается самого успеха того же правительства и в земельных вопросах, и в вопросах собственности. Здесь есть две стороны успеха. То есть, насколько правительство будет понятным и прозрачным в любых вопросах, финансовых, земельных, вопросах собственности, настолько прозрачным и, значит, в ответ успешным будут наши граждане, включая тех, которые занимаются хозяйственной деятельностью, используя и финансы, и собственность, и земельные ресурсы. То есть невозможно в закрытой власти требовать прозрачности и понятности для них, только для власти, от тех, кто занимается хозяйственной деятельностью. Если бизнесу, например, непонятно, как власть тратит деньги, куда она эти деньги тратит, то и бизнес, он тоже будет закрытый. И если не соблюдается антикоррупционное законодательство, не соблюдаются, значит, законы о декларировании, об отчетности государственных чиновников, требовать от наших граждан, властям, исполнение закона тоже будет сложно. И именно как раз-таки согласно нашему абхазскому морально-нравственному кодексу. То есть ты должен быть примером. Вот ты когда будешь примером, значит, если ты исполняешь законодательство, ты, значит, тот земельные ресурсы, значит, например, есть земельный ресурс свободный у государства. Почему не ввести конкурсный подбор для того, который может нуждается в этой земле? То есть доступ к земле тоже должен быть понятный. Доступ к государственной собственности тоже должен быть понятный. Если власть будет прозрачна, будет понятна, ей легче будет все эти вопросы системно решать и землю изымать, если кто-то ею нормально не пользуется. То есть люди будут подчиняться. А если власть непонятна, например, у тебя есть земельный участок, ты им не пользуешься, и тебе вдруг приходят и говорят: верни землю, а к другому не приходят, у тебя будут подозрения, значит, у меня хотят отнять или на себя переписать. Ну, логика, как понимаешь, ты же информированный человек. Конечно. То же самое финансовые, бюджетные средства. Мы знаем, сейчас в связи с СВО, бюджет России чуть там меньше информации о нем, но до СВО каждый рубль, каждая копейка или бюджет Соединенных Штатов до последнего цента, куда что идет. А бюджет Абхазии мы знаем общими цифрами. На образование столько, там, это недостаточно. Где тендеры, где конкурсы? Я думаю, что дополнить это тоже, вот эти поручения нужно именно такими законопроектами, как и тендеры, и конкурсы, и честное, понятное распределение бюджетных средств, потому что бюджет – это один из источников финансирования экономики. То есть деньги не должны тайно, скрыто кому-то распределяться. Деньги играют важную роль в экономике государства, и их правильное, справедливое распределение. Если бизнес, значит, у нас не решен вопрос о преимуществах для добросовестных участников экономической деятельности. То есть у нас, если ты добросовестно все платишь, ты становишься жертвой властей. То есть они еще больше хотят с тебя содрать, больше отобрать. То есть, а добросовестный участник экономической деятельности, если ты помнишь, ты же вспомнил, что я работал в правительстве. Я возглавлял несколько комиссий по тендерам, по конкурсам, по доступу к государственным деньгам. И те предприниматели, которые
добросовестно вели хозяйственную деятельность, и налоги платили, и кредиты возвращали, и за свет, и за воду, за все. У них был приоритетный доступ ко всем этим финансовым ресурсам. Так должно быть в нормальной стране. И я думаю, что если наши министры будут ставить такие вопросы и сами будут понятны, успех им гарантирован. И я дополнительно что хочу сказать. Вы помните же обвинения там, в популизме и всем прочем. Мы, Республика Абхазия, восстанавливает экономику до военного периода. То есть мы еще очень далеки от показателей 1990 года. Все постсоветские страны, они уже давно все восстановили и идут вперед. Поэтому целью у министров, когда они говорят, некоторые министры, что вот там 15-20% роста, это недостаточно, это не отражает ожидания народа, это не обеспечивает минимальный уровень расходов государства для обеспечения безопасности. Министры молодые должны понимать, что нужен рывок и нужен прорыв, и для этого есть обоснование. То есть это не популизм, это там не какие-то там заоблачные цели и показатели. Ну, например, цифра, поставленная Бадрой Гумба как цель, средняя зарплата в 45 тысяч рублей. Это значит, что фонд заработной платы Республики Абхазия должен увеличиться в 2 раза, с 18 миллиардов, ну там может сейчас чуть больше в этом году, значит, до 37, до 40 миллиардов рублей. Для того, чтобы увеличить фонд зарплаты в 2 раза, мы должны собственное производство поднять, которое застряло там вот сейчас в прошлом году, еле-еле мы перевалили за 8 миллиардов, там 8 400, по-моему, с чем-то. Мы должны собственное производство увеличить тоже в 2,5 раза. Тем самым мы увеличим экспорт. Вот этот год что показал по туризму? Взрывного туризма же нет? Нет. Почему? Потому что рубль укрепился. Всегда, когда укрепляется рубль, ну, рубль был там за 90, там 79, 78, значит, доллар упал, все, граждане России поехали в Турцию, поехали в страны, где можно рассчитаться долларом. Это и раньше так было, все это можно посмотреть. Это о чем говорит, нельзя рассчитывать планы только по одной отрасли. Только по туризму. Надо иметь 2-3 отрасли. Если где-то мы проседаем, другие отрасли, значит, подстрахуют и народ, и государство. Наш козырь агропереработка. Это и козырем было в советское время. Мы имели более 200 предприятий переработки. Да, нужны кредитные ресурсы, да, нужна поддержка, нужны реформы. Для чего это все надо? Для того, чтобы экономика соответствовала требованиям национальной безопасности, для того, чтобы мы могли тратить необходимые ресурсы на демографию, на доступное жилье. Вот я вам приведу пример простой. Вот 60 миллионов тратили на доступное жилье. Это ни о чем. Это ни о чем. Если правительство придет в парламент, опять там плюс 15%, ну будет там, значит, 7, ну пусть 75 миллионов, это ни о чем. Молодое правительство должно прийти в парламент с серьезными цифрами, с серьезными амбициями. Резервы у государства есть. Нельзя идти, как говорила кандидат экономических наук Хатуна Шатипа, по инерции, инерционным путем. Вот у нас в этом году 15-20% роста, в следующем году мы отразим. Нет, ребята, это нас народ не устраивает. Там для молодых семей, там недвижимости, и так, то есть жилья и так далее. Но вот здесь указано разработать и утвердить межведомственную целевую программу развития демографии на 2026 год. Ну вот, ну сейчас утвердят, ее кое-как там в бюджет занесут.
Но нельзя ли как-то все-таки какую-то программу целевую, которая бы не была бы на год, а как-то она рассматривалась бы там, я не знаю, на 5, на 10 лет, на 25 лет, и потом уже как бы отталкиваясь от этого уже формировать ежегодный план, по которому ты идешь вот к этой цели. То есть на 26-й год разработает, а дальше что, в 27-м году мы опять будем разрабатывать, исходя из тех денег, бюджетных денег, которых, ресурсов у нас, которые есть, да, то есть мы как бы, в общем-то, будем формировать, опять же, эту программу, опять какие-то крохи выделять на это жилье. Нельзя ли вот как-то сделать так, все-таки более долгосрочную программу, более концептуально понятную программу, потому что люди там стоят в очереди, там годами стоят, десятилетиями, там, да, семьи молодые, да, там я постоянно вижу в социальных сетях очень много жалоб, ищут квартиры там где-то там по 10 тысяч, по 15 тысяч, хотя их уже здесь нет, невозможно там, да, арендовать по такой, за такую сумму, так более-менее приличное какое-то жилье для семьи там из 4-5 человек, да. Но вот этой программы нет. Ну вот мы как бы решаем сиюминутную задачу на 26-й год. Что там как-то вот какая-то перспектива у этих людей, которые вот из года в год вот как бы говорят о том, взгляните на нас, обратите на нас внимание. В общем-то, я не вижу здесь, допустим. Здесь есть не только по там, это касается не только вопроса демографии, это есть там и там по сельскому хозяйству, опять же, только годовая программа и так далее. То есть мы не видим стратегии развития, да, то есть если я там по сельскому хозяйству собираюсь, условно говоря, сажать многолетнюю культуру какую-то, да, ну, то есть я должен видеть это в перспективе, да. То есть если на 26-й год, это только луком и петрушкой я могу заниматься в реальности. Даже луком и петрушкой. Да. Ну а если я там, допустим, собираюсь восстанавливать там чайные плантации, да, чайная плантация это все-таки долгоиграющая культура, да, это ты должен как бы эту плантацию либо начать восстанавливать, либо новые посадки сделать чая, да, пока этот чай вырастет, пока он достигнет тех кондиций, когда можно будет как бы собирать урожай и так далее. В общем, пройдет ну, достаточно много времени. Это не в 1 год и не в 2 это вписывается. То есть для этого нужна какая-то целевая программа, я не знаю, там развитие чаеводства, там развитие, там, я не знаю, табаководства, которое мы уже утеряли, да, то есть это вот традиции, когда дореволюционное и там в советское время, когда мы вывозили отсюда огромную кучу табака, то есть корабль за кораблем уезжали с абхазскими самсунами, да, этой традиции мы как бы этого самсуна сейчас днем с огнем не найдешь. Может, кто-то из частников где-то у себя в огороде там для себя что-то выращивает, но этого нет. То есть мы, в общем-то, так и не определили для себя, что же мы в сельском хозяйстве хотим. На какие культуры мы можем опираться, какие культуры пойдут для нашего сельского хозяйства, для того, чтобы вот эти крестьяне, они, в общем-то, могли нормально содержать свои хозяйства, чтобы их экономическое состояние, это отражалось в хорошем плане на их экономическом состоянии. Сегодня мандарины, допустим, там имеющие люди там в приусадебном хозяйстве, они уже становятся ну, как бы не совсем рентабельно, да, то есть если ты не имеешь там этих мандарин, там, я не знаю, там 500-600 корней, то это уже практически становится нерентабельным. При отсутствии, допустим, нормальной там, перерабатывающей промышленности, нормальной каких-то закупочных контор, заготовительных контор, куда можно было бы сдать эти мандарины по нормальной цене. В общем-то, вот этой продуманной схемы нет. Ну, на год ты продумал, и что там? И мне сложно представить, что за 26-й год ты можешь расписать. Я скажу так.
вот твои вопросы отражают вот те озабоченности, которые есть среди людей. Вот я где сталкиваюсь, когда глава государства, да, поручение дал, это хорошо, но справится ли правительство, не справится ли правительство. То есть это люди очень обсуждают, им это интересно. Конечно, они верят, надеются, что молодые, очень много новых молодых министров, что у них получится. Но опять же, цель поставлена, пути достижения цели. Если молодые министры, вот сколько ты вопросов задал, тот же наша абхазская Апсора подразумевает Ахшуила цара. Почему нельзя собрать специалистов? Вот, например, по доступному жилью. Одни говорят ипотека, другие говорят госзаказ, третьи говорят сертификат жилищный, разные варианты. Почему нельзя собрать специалистов и поговорить, а может жилье лучше строить, если сельское хозяйство приоритет, может строить в районах, чтобы там и врачи будущие могли жить, и учителя, и, значит, другие необходимые и нужные стране профессии. В чем проблема? Я думаю, если министры сейчас инициируют ряд, это не обязательно затягивать, значит, встретиться со специалистами и, значит, определить стратегию, правильно ты сказал. Во-вторых, справедливости ради, глава государства, как раз таки, обращаясь к кабинету министров, сказал, от текущих вопросов давайте переходить к среднесрочным и долгосрочным. Он их как раз и сориентировал, значит, планирование на несколько лет вперед. Сельское хозяйство, конечно, оно невозможно без планирования на 5-10 лет. Там есть культуры, которые могут плодоносить через 3 года, через 5 лет, и, значит, дальше их урожайность будет увеличиваться. Опять же, почему нельзя собрать специалистов и выбрать модель, значит, какую и экономическую модель, и какую стратегию выбирать, по каким сортам, значит, потому что хребтом будущего успеха, насколько я понимаю, является наше крестьянство, является сельхозпродукция и сельхозпереработка, потому что дополнительно был поставлен вопрос об, значит, обеспечении успешного экспорта. То есть, если, а уже исходя из того, что мы должны будем заработать за счет промышленной переработки сельхозпродукции, то есть вытекает вопрос, что мы должны выйти на зарплату 45 тысяч рублей. И опять же, для того, чтобы обеспечить успех, нужен диалог, нужно привлекать людей и общественное мнение, поддержка, чтобы была народа, потому что это очень большое дело, большие дела у абхазов. Без диалога, без проявления. Что такое диалог у нашего народа? Это проявление уважения к мнению и к разному мнению своих граждан. Если ты эту процедуру пропустил, то у тебя успеха не будет. И это, ну, абсолютно простые истины. А специалисты у нас есть. У нас есть и институты, у нас есть и опытные уже предприниматели. И все это крестьян вернуть, значит, подпустить их к экономическому обороту, к деньгам тех же туристов. Значит, как это все обеспечить, где строить склады, куда должен крестьянин сдавать продукцию. У него должен быть и склад, чтобы он мог хранить и потихоньку, и производство, он может сдать на завод. Или, допустим, есть идея, значит, создать, это не моя идея, это идея, я думал, на меня, ну, ладно, это может коммерческая тайна, создать национальную торговую сеть. Это тоже для будущего реализации продукции крестьян у нас должно быть национальный сетевой оператор в торговле. У нас есть крупные предприниматели, которые имеют определенный опыт, но у них там 2-3 магазина. Надо, значит, или использовать действующий государственный банк как инструмент реализации государственной политики. В конце концов, с России можно взять пример. Россельхозбанк – это правительственный банк, владелец правительства, а не Национальный банк России. Значит, они выдают кредиты на
поддержку сельского хозяйства, на агропереработку, лизинговые государственные компании. И весь этот опыт, Россия, кстати, которая на 140 миллиардов долларов покупала продовольствие, сейчас на 40 миллиардов продает, а не покупает. То есть это же положительный опыт, тоже можно и нужно его использовать. А как будут действовать министры? Ну, я надеюсь, я еще раз говорю, все ждут их решительных, активных действий с опорой, конечно, на наши традиции и культуру. У меня еще вот какой вопрос возник, и он такой, как бы, исходя из конкретной ситуации, недавно протесты таксистов, которые выступали против того, чтобы гастарбайтеры находились в этой профессии, то есть и они выступали за запрет заниматься данным видом деятельности, этим видом деятельности как бы не гражданам Абхазии. В конце концов, там правительство пришло, сказало да, тем более это вот как бы одно из поручений президента было, которое было в конце августа как бы направлено правительству. Но у меня, кстати говоря, очень двоякое мнение вообще по поводу этого решения, потому что, сказав А, мы не сказали, собственно, Б. То есть мы, с одной стороны, сейчас вводим запрет на то, что там в этой сфере, в сфере такси будут работать мигранты. А с другой стороны, мы не говорим как бы о качестве. Ну, мы, с одной стороны, ввели запрет, с другой стороны, мы не говорим о том, что вот о тех опасениях, которые существуют в случае, вот, когда этот запрет войдет в силу. Да, то есть это повышение там, стоимости проезда, это качество сервиса и так далее и тому подобное. То есть вот здесь вот этой меры, вот этих рамок мы, в общем-то, пока не проговорили, не описали. С другой стороны, ну, проблема миграции, она достаточно часто, я вот по социальным сетям вижу, да, по поводу там трудовых мигрантов, да, которые приезжают сюда, которые здесь как бы начинают работать, кому-то это нравится, кому-то это не нравится. У нас, к сожалению, я вот что заметил, ну вот мы в сфере такси определились, да, там, и то не очень понятно мне, насколько это эффективно, насколько неэффективно, да, то есть, но вообще самой программы трудоустройства иностранцев в Абхазии, самого видения, сколько же нам трудовых ресурсов нужно здесь, в Абхазии, и в каких сферах, в общем-то, вот этого нет. То есть я бы хотел бы, наверное, вот, коль речь зашла там вот этой проблеме, хотел бы, чтобы, наверное, президент дал поручение разработать, да, там, изучить этот вопрос, дать, в общем-то, какие-то, чтобы, там, я не знаю, там, правительство отчитало, сколько нам нужно трудовых, вот не хватает, да, у нас трудовых своих собственных ресурсов, в каких отраслях есть потребность в иностранных рабочих, в каких нам нельзя допускать иностранных рабочих, то есть где там хватает собственных трудовых ресурсов. Почему вот такой программы нет, вот такого рода поручений нет? И я понимаю, что это связано с достаточно большим объемом изучения там, статистических данных, да. Иногда наша статистика, она не совсем соответствует реальным показателям. С другой стороны,
правительство, оно больше занимается, в общем-то, текущей работой, да, для этого нужны какие-то научные центры. Но у нас есть, в общем-то, центры, у нас есть университет, у нас есть Академия наук, у нас есть там АБИГИ, ЦСИ и так далее, там куча всяких там, в общем-то, экспертных площадок, которые могли бы заняться этой проблемой. Почему у нас вот этот инструментарий плохо используется? Я могу отвечать. Да, конечно, я тебя для этого. Это клубок, клубок проблем, и мы вот возвращаемся к тому, что надо обеспечить справедливость, потому что это наслоение проблем. И я не могу, например, поставлена задача главой государства перед экономическим блоком правительства. И экономический блок правительства должен обеспечить справедливость для того, чтобы наша модель государства должна соответствовать морально-нравственным принципам. У нас мораль справедливости, и это значит социально справедливое должно быть государство. То есть богатые люди должны тоже иметь определенные обязательства перед своим народом и государством. И, естественно, для того, чтобы обеспечить эту справедливость, нужно наладить учет. Вот вы правильно сказали, у нас со статистикой проблема, и включая контроль за трудовыми ресурсами. У нас за последние 5 лет, согласно официальной статистике, 41-42 тысячи работающих, которые платят подоходный налог. И пенсионный фонд в том числе. Значит, построено, опять же, согласно официальной статистике, около 1400 объектов размещения. А трудовых ресурсов, состоящих на учете и платящих налоги, как было 42 тысячи, так и стало. Там 1500 объектов гостиничного бизнеса. Я не говорю о магазинах, о кафе, о ресторанах, которые тоже открываются. Получается, там никто не работает. Там, наверное, роботы, или, я не знаю, это говорит о том, что эти люди налоги не платят. Посчитать количество необходимых трудовых ресурсов для нашей страны не составляет никакого труда. Мы не Китай, мы даже не Россия, мы маленькая страна. Теперь все, что касается трудовых мигрантов. У нас есть жесткое законодательство, оно очень жесткое, включая там сумасшедшие штрафы до 500 000 до 1 000 000. Только по одному факту незаконного трудоустройства по иностранным гражданам. Недавно было интервью одного из руководителей миграционной службы. Он сказал, что, по-моему, я точно не помню, в текущем, по-моему, году выдано 10 тысяч трудовых виз. Какая такая необходимость? Твой вопрос абсолютно обоснованный. Если необходимость в 10 тысячах трудовых мигрантов, это не считая прошлый год и позапрошлый год. Почему мы не делаем выводы из миграционных кризисов в Европе, не делаем выводов из кризисов в Великобритании, в Ирландии, там, по-моему, даже митинги были, бунты были. Сейчас, по-моему, в Париже тоже там происходят все эти события. И в то же время власти нам говорили о том, что у нас безработица, у нас, то есть пытались обосновать вот эти неприемлемые проекты по апартаментам, что якобы нужны эти рабочие места. Конечно, здесь надо делать детальный анализ. Почему выдавались такие визы? Это 10 тысяч трудовых мигрантов, это без жен и детей. Потому что еще где-то же они приезжают с женами и детьми. Вот до этого ты сказал, Инал, что квартиру уже за 10-15 тысяч не снимешь. Конечно, не снимешь, 10 тысяч человек приехало. Они в основном здесь вот в Сухум, в столицу пытаются. Они же квартиры снимают. Это, получается, они конкуренты тем же нашим студентам,
иногородним, которые, или семьям, у которых нет квартир, то они, естественно, поднимают цену. Потому что им где-то надо жить, правильно? И получается, ну вы представьте, это сумасшедшая цифра даже по отношению к статистике. Но если у нас 42 тысячи работающих, на 42 тысячи, это граждан, приезжает 10 тысяч трудовых мигрантов, это, это более 20%. А почему такие визы? Кто выдает эти визы? Какой? Нет, орган может выдавать, но если правительство делает какие-то определенные рамки и говорит, нам нужно столько-то мигрантов и так далее. Так мы должны к этому прийти. Но когда этого нет, они-то могут зафиксировать. Дело в том, что речь-то обсуждали о запретах. Вот ты же вспомнил митинг, значит, работников такси. Но у нас есть, я имею в виду, у нас есть барьеры, которые преодолевают эти мигранты. Я думаю, может, им кто-то помогает эти барьеры преодолеть. Надо посмотреть коррупционную составляющую. Я думаю, здесь надо поручение не правительству, здесь надо поручение СГБ, отдел по борьбе с коррупцией. Почему? Я это говорю к тому, что не может иностранец к нам приехать без визы. К нам могут приехать только граждане России, Беларуси, Казахстана. Все остальные у нас визовый режим. Как они сюда попадают, как они приезжают, кто, значит, как они границу переходят при таком жестком законодательстве. Ты по миру путешествовал, ты можешь без визы, там, если у тебя визовый режим, тебя пустят в страну? Какую-нибудь, я не знаю, там, Польшу, Германию, пустят тебя? Нет, не пустят. А как эти люди сюда попали? Почему у нас по практике, вот Саид Свинария, руководитель миграционной службы, дал такую цифру, что больше половины, значит, они потом с работы уходят через пару месяцев, где было, кто подал заявку, пригласил, да, этого трудового мигранта. А если он уходит с работы и не работает там, где он заявился, значит, а почему его не депортируют, не отправят на родину? Значит, здесь надо подключать МВД. Вообще надо подумать о взаимодействии. Он, кстати, говорил об этом, молодой новый руководитель, что нужна координация, нужна общая база данных, надо подключать современные цифровые технологии. Я единственное, с чем не согласен, с запретами. В конце концов, опять же, мы должны опираться на нашу культуру. Абхазия всегда была гостеприимной страной. Мы принимали беженцев, вы знаете, после событий там, 1915 года там, в Турции и армяне, и греки, и когда голод был в Поволжье, в Украине, это описано у Фазиля Искандера. Мы принимали беженцев после, значит, землетрясения в Армении. Абхазия гостеприимная страна. Я больше склонен к тому, чтобы сейчас не наломать дров. Мы не должны выглядеть вот как Северная Корея, как закрытая какая-то страна. Мы должны, может быть, квотировать, может быть, вводить дополнительные условия для тех, кто хочет пригласить иностранцев, может обязать его по телевидению, по радио, в СМИ, в интернете, давать объявления для того, чтобы пришли местные люди работать. И по поводу качества услуги я тоже не согласен. Наши люди, я иногда пользуюсь такси, когда машина находится на ремонте, и ребята абхазцы и молодые, и взрослые, и мужчины, и довезут, и привезут, и я проблем не вижу. Поэтому тут нужен глубокий подход, всесторонний анализ, вводить квоту, может 10% дать. Потом надо все-таки нам определиться, как в России, в конце концов, определить дружественные страны, недружественные страны. Это касается не только миграции, это касается торговли, взаимодействия и всего прочего. То есть вариантов масса. Я надеюсь, и весь люди надеются на то, что правительство, опираясь на культуру и традиции, обеспечит успешную реализацию поручений главы государства.
ты давишь на совесть, на традиции, а я все-таки хотел бы, чтобы наше правительство апеллировало в своих решениях все-таки глубоким анализом, глубокой на базе серьезной экспертной оценки, экспертных выводов и так далее. С другой стороны, это достаточно новая практика, когда у нас дают поручения, указывают сроки. Вот какие-то сроки уже там буквально через пару недель наступят. И хотелось бы увидеть все-таки, чего эти поручения стоят и как на них реагируют. Я на этом буду все-таки с вами прощаться. Мы о экономике можем долго-долго говорить и жаловаться. Тем не менее, в общем-то, эфир тоже не резиновый. Ахра, большое спасибо. До новых встреч. До свидания. Спасибо.